Здравствуйте, в эфире новости. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Врачи начнут возвращать людям слух. В Якутии провели первую операцию по внедрению импланта костной проводимости. Обещали до Нового года, на дворе марта, объект еще не ввели. Причины задержек спорткомплекса «Энергетик» проверили в Алдане. Март – самое время вставать на лыжи и сноуборд. В конце программы расскажем, как обойтись без травм и не сменить склон на больничную койку. Год назад в Якутии был выявлен нулевой больной с COVID-19. Вскоре за ним в перепрофилированные отделения начали поступать и другие пациенты. Всего на борьбу с коронавирусом вступили свыше 8 тысяч якутских врачей и медперсонала. В рекордные сроки по всем районам развернули обсерваторы, создали дополнительные коечные места, начали поставлять аппараты ИВЛ, кислородные станции и компьютерные томографы. Сегодня в ходе брифинга оперативного штаба заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина выразила благодарность медицинским работникам, вставшим на борьбу с неизвестным вирусом. И это коллектив, прежде всего, Якутской городской республиканской клинической больницы, коллектив скорой помощи, которые, впервые столкнувшись с этим заболеванием, не побоялись. Отдельное спасибо я хочу поблагодарить Вишниязову Викторию Николаевну и Иванову Владлену Васильевну. Это имена тех людей, которые сегодня являются первыми в нашей республике, кто столкнулся с этой болезнью, научился с ней работать. И, соответственно, это настоящие герои нашего времени. Говоря о дне сегодняшнем, в Якутии за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса. Из них 20 человек в Якутске. В Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Алёгминском районах по 2 человека. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований на COVID-19. Теперь о вакцинации. В Якутии ожидается поступление новой партии вакцины против коронавируса. Из поступивших ранее почти 56,5 тысяч доз использовано свыше 99%. Первый компонент получили 55,5 тысяч якутян, второй – 34 600. В данное время идет предварительная запись на вакцинирование. В завершении брифинга Ольга Балабкина призвала всех якутян помнить о соблюдении санитарных норм и ограничительных мер, особенно в период обострения сезонного ОРВИ. Медицина региона делает большие шаги не только в борьбе с коронавирусом. В Якутии впервые провели операцию по установке импланта костной проводимости. Высокотехнологичные операции по возвращению слуха начали делать в столице. Чтобы провести первую операцию по установке импланта костной проводимости, в столицу приехал ведущий клинико-технический специалист группы компании «Исток Аудио» Юрий Некрасов. Так в уши пациентов вживляют специальные импланты, после чего они могут полноценно развиваться. Раньше подобные операции делали лишь в ведущих клиниках других городов страны. Вообще сказали, что он будет очень идеальный слух, то есть в отличие от аппарата, который у нас был, он просто одевался на, получается, ободочки, он очень сильно свистит, то есть ребенок бегает, по волосам слезает и постоянный свист, то есть как бы толку-то от него-то и не было. Операция прошла хорошо, все по плану, установили имплант, теперь нужно выждать месяца 3-4, чтобы он укрепился в кости. И дальше местные специалисты установят опору, и затем дней через 10 на нее установят речевой процессор, через который ребенок будет воспринимать звук. Я надеюсь, что местные врачи в дальнейшем будут проводить такие операции. Такие операции проводятся в основном детям с врожденными особенностями, когда недостаточно развито наружное ухо и среднее ухо. К другим темам 3,5 миллиарда рублей выделят единые дальневосточные авиакомпании. Средства отойдут «Авроре», авиакомпании «Якутия», полярные авиалинии и другим участникам консорциума. Деньги предназначены, в частности, для субсидирования внутрирегиональных и межрегиональных перевозок уже в этом году. Как сообщили в Минвостокразвития, предложение финансирования будет дорабатываться с Минфином. Работы по созданию маршрутной сетки будут завершены до конца марта. Определены уже ключевые направления, сформирована заявка и согласована с Минтрансом России.
Овощников Якутска сегодня проверяла окружная администрация совместно с приставами. Так, в 3 павильонах, расположенных по улицам Черяева, Дзержинского и Лермонтова, выявили нарушения. Они касаются оформления документов на владельца торгового павильона, поломки или отсутствия контрольно-кассовой техники, а также санитарных книжек у продавцов. Частично отсутствовали и ценники на продуктах. На владельцев инспекторы ФНС составят протоколы, а информацию об отсутствии санкнижек направят в Роспотребнадзор. По итогам выездов информация направляется в контрольные органы для принятия мер при выявлении тех или иных нарушений. Сегодня был выезд именно по отсутствию контрольно-кассовой техники, по применению контрольно-кассовой техники, по нарушениям права благоустройства города Якутска, а также на соблюдение требований закона о защите прав потребителей. Обещали до Нового года, а вышло, как всегда. Спорткомплекс «Энергетик» продолжают реконструировать в Алдане. С причинами отставания ознакомился представитель заказчика, а с ним и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Новые современные тренажеры наверняка порадуют будущих посетителей спортивного комплекса «Энергетик». Однако комплекс пока не открыт. Затянувшийся ремонт продолжается. Между тем, основная часть работ выполнена. Главное – готова чаша бассейна. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Напомним, на ремонт «Энергетик» закрылся 9 лет назад. Работы откладывались по причине отсутствия финансов. Вопрос решился в 2019 году. Деньги были выделены из бюджета Якутии. Обязательство по сдаче объекта в эксплуатацию и его дальнейшее содержание ляжет на республиканский бюджет. Объект будет находиться на балансе Министерства спорта Республики Саха-Якутия. По завершению работ служба госзаказчика этот объект, когда он будет введен в эксплуатацию, передаст на баланс Министерства спорта. Реконструкция спорткомплекса продолжается. Сегодня главная задача – запустить автоматизированные системы бассейна, которые соответствуют европейским стандартам. Главным вопросом остаются сроки ввода объекта. «Энергетик» должен был принять спортсменов в декабре прошлого года, но подрядчик вновь не успел. На данный момент основное оборудование смонтировано, идут пусконаладочные работы, доделывается строительная готовность тоже высокая. В прошлом году не было выполнено работы по благоустройству, по асфальтированию и по реконструкции кровли спортзала. С учетом всех вышесказанных моментов, окончательный срок ввода на данный момент нами обозначен как 30 июня, конец второго квартала. Параллельно реконструкции продолжается закупка мебели и оборудования. Наряду с внутренней отделкой и оснащением залов, бассейна и раздевалок будут произведены внешние работы. Ряд доработок требует фасад. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Март – самое время вставать на лыжи и сноуборд, однако новички и любители пренебрегают услугами инструкторов и, как результат, ушибы, переломы, сотрясения. Что важно знать перед тем, как спускаться со склона? Азам обучилась Анна Брянская. Что лучше, горные лыжи или сноуборд? Вопрос риторический. Кто-то предпочитает покорять снежные вершины на доске, а кто-то на лыжах. В любом случае, если вы новичок, вам понадобится помощь инструктора. Инструктором на Алмазной долине работает Артем Демидов. Он знает о сноуборде все и даже больше. Прежде чем встать на доску, предстоит пройти несколько этапов. Как для новичка, вам надо выбрать для начала стойку. Правосторонняя, левосторонняя. Есть какой-то специальный способ? Есть специальный способ, да, небольшой лав. Стали, расслабились, ноги на ширине плеч, расслабились. Левосторонняя стойка. То есть с левой ноги я... Левая нога впереди будет, да. Теперь можно приступить к выбору доски, да. Выбирая сноуборд, нужно учесть рост катающегося. В стоячем положении инвентарь должен быть не ниже подбородка. Обувь к доске подойдет со специальным креплением. Главное, чтобы ботинки были по размеру, ни больше, ни меньше. После того, как инструктор подобрал экипировку, можно отправляться на склон. Страх перед горой есть у всех, кто встает на сноуборд первый раз, говорит Артем. Поэтому максимум, на что может рассчитывать новичок – маленькая учебная горка. И то только с сопровождением профи. Ногу вперед, выставите левую.
ногой чуть-чуть оттолкнитесь и поставьте обратно. Не только сложно, но и опасно. На тренировке со специалистом вам проведут инструктаж и расскажут о рисках, как правильно падать, встать после падения и при этом не получить травму. Часовое занятие с инструктором в Алмазной долине для взрослых стоит 500 рублей, в 2 раза меньше для детей. Записаться можно как на ресепшене, так и в мобильном приложении «Единая карта клиента». Честно признаться, эмоции я испытала непередаваемые. Страх упасть и повредить ноги смешался с восторгом от вида белых снежных волн, рассекая которые, понимаешь, ты покорил свой первый склон. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К этому часу у нас пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать дистанцию. До встречи в эфире.